Я побывала в 2005 году на стажировке в Соединенных Штатах Америки, в штате Вирджиния. И мы посетили в результате этой стажировки более 20 школ. И что меня удивило, вот там именно отношение к тому, что каждый ребенок – это уже состоявшаяся личность. Они должны показывать работу в любом случае. Не так, что закрыться где-то и думать, что вот я свой предмет преподаю и все. У многих, скажем, такое понимание, что 45 минут – это то время, которое ты посвящаешь своему предмету. И вот я вот в этом 8 классе, все, я больше не учитель. Нет, к сожалению. Ты учитель и 45, и 24/7, и 365 дней в году, и в отпуске, в любое время ты учитель. Учитель не должен искать призвание, а призвание должно прийти за учителем. Нет. Были всякие разочарования, и неуверенности, и трудные ученики, и разные ситуации, и сложные родители. Но вот сейчас, когда есть возможность вот что-то перестроить, наверное, надо. Вот это не обязательно для всех. Это вот тот, кто действительно чувствует себя мастером, вот он должен это творить. У каждого же не получится, согласитесь. Татьяна Михайловна, я очень рада видеть вас на проекте WeLike, одного из лучших учителей нашей области. Я очень много слышала о вас. Когда я искала спикеров, мне говорили Станкевич, Станкевич, и мне всегда было интересно, кто эта учительница, какая она? Вот расскажите о себе, как вы пришли вот, к этой профессии? Я рада, что такие молодые люди что-то там слышат о нас, интересуются именами учителей. Конечно, наверное, в профессию просто так не приходят. Когда-то, когда я заканчивала 10 класс, и помните эту школьную дружбу у многих, была такая группа подружек, которые решили поступать вместе. Да, но в итоге в поезде, который увозил меня для поступления, я оказалась одна. И я уехала и хотела стать экономистом. В Омский технический университет поступала на экономиста. И, в общем, в какой-то момент мне так стало там грустно, что я решила вернуться в Казахстан. И когда я ехала на поезде, мои сводные сестры по отцу, они меня просто вытащили из поезда в Семипалатинский и сказали: давай поступать будешь в институт. Ну, как вы понимаете, сегодня у ребят столько возможностей узнать о своей профессии, о будущей, столько выбора, столько информации. 40 лет назад ее было значительно меньше. И тогда они меня повели в институты, которые были в этом городе, в Семипалатинске. Они повели меня в медицинский. Мне стало страшно, я сказала: медиком я никогда не стану. Повели меня в технологический институт. Я подумала, инженер — это скучно, наверное. За ветинститут, за ветеринарный. Мне тоже было страшно про животных. И остался только один институт педагогический. Когда мы пришли сдавать документы, то я была уверена, что я буду поступать на физмат. И в приемной комиссии меня заметил декан факультета естествознания, и он сказал: девушка, а не хотите ли вы поступить на наш факультет? Ну, я ему сказала: я не готовилась к предметам химии и биологии. Он сказал: мне кажется, у вас все получится. И вот так декан факультета меня просто сагитировал на эту специальность. Я поступила на факультет естествознания, стала учителем химии и биологии, ну и закончила этот институт с дипломом с отличием. Но для меня всегда был примером мой учитель химии. Вообще в глубине, наверное, этот предмет мне легко давался и нравился. У меня в аттестате не было ни одной 4. Его в студенчестве укусил энцефалитный клещ. И он был инвалидом, он передвигался на 2 костылях. Лосько Борис Петрович, это имя было очень известно в нашем Сарканском районе. И вот он давал такие знания. Я думаю, что сейчас даже многие учителя не дошли до той глубины понимания предмета химии, как это делал он. И мы тогда были просто влюблены в него все на свете. Были такие креативные задания на его предметах, что мы все в один голос говорили, что это самый любимый предмет. У меня тоже любимый предмет — это была химия. Так как у нас учительница, мне все равно кажется, что у всех людей в любом случае запоминаются их учителя со школы. Это у меня была учитель химии. Когда у меня стоял выбор выбрать предмет, я выбрала химию, потому что я хорошо... Не то чтобы я прям изучала этот предмет, я просто его
знала, потому что учительница так все легко объясняла. И она верила, что у меня все хорошо получается, и я также готовилась. Но здесь был еще один фактор, то, что ее голос, манера общения, как она себя вела, как она одевалась. Это все было по-другому. Были учителя, которые могли просто собраться в кучку, обсуждать что-то друг друга, но эта учительница вообще, она вот у нее была вот человечность и профессионализм. Это самое главное, мне кажется, вот в человеке. И она вот так запоминалась, потому что, наверное, любила свою работу, относилась ответственно к этой работе и понимала, что она воспитывает учеников. Да? И это не было так, что она там предмет преподает и уходит. Там были, если на ее предмете, даже те разбойники школы, ученики сидели Да-да-да. тихо. Никогда там, как сказать, не вели себя непристойно. Они всегда, у них всегда с собой учебник химии, тетрадка, все в порядке. А в остальных предметах они могли как угодно себя вести. Мне кажется, все зависит вот от учителя, как он себя показывает, да? Ну, конечно, современные, значит, вот учителя, они, конечно, ближе к ученикам, наверное. Мгм. А вот тот пример, о котором вы рассказываете, я чувствую отклик и в своей душе на ваши слова, потому что, да, нам нравилось, мы копировали, как он говорил, его жесты, его все вот наши обращения к нам, он даже относился к нам на «вы». И он нас всех в школе называл по имени-отчеству. И говорила: вот, Татьяна Михайловна, а не хотите ли вы пойти к доске и написать это уравнение? То есть, ну это вот удивительно. И действительно, как вы говорите, сорванец, любой ребенок, он будет в этот момент близок к этому учителю, его предмет будет нравиться только из-за того, что его там любят, его там понимают. Это, конечно, мне кажется, самое главное в профессии учителя. И как вот и говорите, именно эти учителя, они вселяют веру, уверенность, желание что-то делать, подражать ему, по крайней мере. Это остается таким самым главным, наверное, инструментом, который открывает дверь в душу ученика, я бы так сказала. Вот она же самое главное закрыта от всех, эта душа. И если вот учитель, его действия, его методы, его слова, его задания даже простые, его интонации дают такой отклик, это вот самое ценное. Она никогда не кричала. Она объясняла все так, что ей не приходилось кричать. Вот бывали учителя, которые истерику поднимают, что вот ругают сильно. Она вот, у нее даже тон был такой низкий очень. Но при этом ее все слушали. Мне кажется, это потому, что ее уважали. Ну, наверное, из-за того, что она уважала вас. Вот знаете, я побывала в 2005 году на стажировке в Соединенных Штатах Америки, в штате Вирджиния, и мы посетили в результате этой стажировки более 20 школ. И что меня удивило, вот там именно отношение к тому, что каждый ребенок это уже состоявшаяся личность. То есть звонок это не такой, который звенит там и резко дает, как вы говорите. И вот те учителя, которые там, ну, могут вести себя, показывать характер, и голос повышать и все прочее, они, конечно, увеличивают пропасть между собой и учениками. Учитель, он должен помогать ученику Мгм. учить любой предмет. Это независимо, там химия, математика, физика или какой-то другой предмет. Вот там мы увидели, что, вот, что такое гуманное отношение. Гуманное отношение – это максимальное создание условий, чтобы ребенку было комфортно учиться. Я думаю, что вот многим молодым учителям сейчас стоит об этом задуматься, потому что они не создают условия, они пользуются какими-то моментами. А маленькие моменты никогда не останутся самым важным, самым ценным. Ну и не сделают, наверное, имидж этому учителю. Потому что имидж это все вместе взятое, а не отдельные кусочки. Ну вот. И возможности вот учиться учителю, на самом деле учитель не становится учителем, когда получает диплом. Учителем он становится значительно позже, когда понимает, что он находит свой путь вот в профессии, ну, свой путь в предмете, в чем-то. И те, кто действительно становятся лучшими, те любимые учениками. Те, кто не учится, они просто, ну, есть учитель такой. Но есть те, кто не выдерживает и уходит. Такие случаи тоже есть.
Насчет имиджа вы говорите, вот, к сожалению, сейчас учителя, многие из них не пытаются строить имидж свой. Они ведут свой предмет, уходят. А в ваше время, вот даже вас мы услышали, потому что вот сарафанное радио есть, да? Мгм. Люди знают, что есть такой учитель. А сейчас есть Инстаграм. Молодые учителя могут свою работу показывать там. М. Но, к сожалению, им это не нужно, как бы. Но, как бы это ни звучало, многие из них не понимают то, что вот имидж учителя, признание, да, это все же учителя же признают народ, да? Не, да. Они должны показывать работу в любом случае. Не так, что закрыться где-то и думать, что вот я свой предмет преподаю и все. Да, я с вами согласна. И у многих, скажем, такое понимание, что 45 минут– это то время, которое ты посвящаешь своему предмету. И вот я вот в этом 8 классе, все, я больше не учитель. Нет, к сожалению. Ты учитель и 45, и 24/7, и 365 дней в году, и в отпуске, в любое время ты учитель. И да, совершенно верно, что сейчас молодые учителя имеют столько инструментов, которые, допустим, мне требуются значительные усилия, чтобы там что-то сделать, там Инстаграм свой или Телеграм-канал организовать или что-то еще. Я больше там посвящаю себя урокам и такой индивидуальной работе. Но среди наших учителей ведь есть яркие примеры, которыми этим пользуются. Вот ваш недавний спикер Асыл Каймуханов. Замечательно просто. Вот такое яркое, такое нестандартное решение он находит как учитель математики, чтобы помочь детям знать математику. Это достаточно логичный, сложный предмет же выстроенный. Скажу вам честно, открою секрет, что химия невозможна тоже без математики, там сплошные же расчеты. Когда-то меня ученики спросили: а, Татьяна Михайловна, вы точно видели, что 2 молекулы натрия OH реагируют с одной молекулой H2SO4? Ну, на что я сказала: наверняка я не видела, но я в этом точно уверена. Так что вот учитель должен быть уверен. А уверенность, как вы говорите, это да, это какие-то внутренние правила. Это не общие правила из закона о статусе педагога или из какой-то программы, что ты должен быть вот таким и вот таким. Эти правила созданы для того, чтобы человек понимал, в каком направлении двигается, но это не рамки, в которых заключается предмет и учитель. Вот в силах учителя эти рамки раздвигать. И современные средства, которые есть, и Google тренды, и Инстаграмы, и Ютубы, и мини-фильмы, и ТикТоки, и все, что хотите, это только делает его интересней. Он должен быть интересен не только предмет его, но и учитель должен быть интересен. Когда ты идешь и думаешь, что сегодня ученикам еще такое что-то сказать, что будет там им запомниться, что-то с предмета. Наверняка, если и вас спросить, то вы из своего предмета что-то помните, что именно и как говорил учитель. И, допустим, приговорки разные, и правила какие-то необычные, которые легко запомнить. Они же все пришли от учителей, их не выдумывали ученые. Поэтому вот молодые учителя, которые становятся, да, сейчас престиж профессии нашей значительно поднялся, да, статус педагога поддерживается, в этом нет никаких сомнений. Но это все делается не просто так, это делается с той мыслью, чтобы учитель почувствовал ответственность. Ведь мы тоже выдаем некий продукт, который будет для будущего. Это будущие специалисты, будущее вообще нашей страны, будущее вот глобальное человека. И в этом вот молодые учителя, они должны бы вот эти 45 минут забыть про них. Это не 45 минут, это вся жизнь. Когда меня спрашивают, легко ли быть учителем, я говорю, учителем быть нелегко, потому что учителем надо жить. Жить, живешь как учитель. Я не работаю, я живу учителем. Вот тогда получается что-то интересное. Как красиво вы сказали, жить учителем, да? Просто есть вот в аульских местностях есть учителя, которые в школе могут быть учителем, а уже у себя там на районе, во дворе уже быть другим человеком. Это видят ученики, и они же тоже повторяют это все. А учитель, он везде должен быть учителем. Да. Учитель должен быть, ну вот знаете, это внутренняя такая же позиция. Это же от нас никто не требует, ни социальный запрос общества, ни еще где-то не говорит, что вот так и так. Это вот когда приходит понимание, вот тогда и признается учитель, тогда его имя знают, тогда он известен, тогда он не кто-то там, которому из страха нужно там поздороваться и склонить голову,
а из чувства того, что да, это мой учитель, из чувства радости. Это знаете, как хорошо, когда даже мне ученики пишут: Татьяна Михайловна, ну почему вы там мало в Инстаграме или где-то что-то публикуете? И они там пишут такие простые вещи, которые вот учителя радуют. Понимаете, это не всегда знание нашего предмета, это отношение, как вы говорите. Он не должен, может быть, знать мой предмет на отлично и 10 баллов из 10 набирать. Он должен понимать, что я его ответ приму, я ему помогу стать лучше и набрать как можно большее количество баллов. Ну не это ли самое главное? Не это ли заставляет человека двигаться вперед, совершать новые победы и там, я не знаю, открытия даже делать? Вот. Такие талантливые дети, они, конечно, появляются. Потом у учителя не только же там мои химические знаки и формулы составляют остальные 24 часа, кроме 45 минут. Это другие дела интересные. Вот когда находит себя учитель еще в чем-то, в продолжении, как вы говорите, чтобы не становился другим, чтобы это была одна сторона, а не две разные стороны медали, на которые посмотришь, и ученик действительно подумает, а вот, ну того ли я учителя люблю, или насколько долго он его любить будет. Или можно так и жить, да? Да. Притворяясь, что ты в школе учитель, а там... Да, но это, знаете, тоже больших сил, наверное, человеку стоит притвориться учителем. Очень интересно. Но вот я вам скажу, что вот по жизни мне встречались очень хорошие учителя и наставники, которые были. Учителя старшего поколения. Они, знаете, все время вызывали такое, ну, душевное расположение, потому что это убеленные сединами мудрые люди. Их каждое слово можно было записывать и запоминать. И для тех, кто хотел их слышать, он слышал. Вот сейчас же, видите, вся наша жизнь построена на том, что мы не слышим друг друга. Мы должны слушать и должны слышать, да. Вот когда эти два момента совпадают, тогда вот наступает такая некоторая химическая реакция, такая взрывная, когда появляется энергия, когда появляются силы, когда появляется творчество. Учителя химии очень творческие, мне кажется. Потому что когда на Олимпиаду, на научные проекты готовились, мы готовились по-особенному. Не было так, что вот по стандартам, по-другому относились ко всему. Даже когда писали проект, разрабатывали его или дизайн придумывали, мы относились по-другому. Не так, как все обычные проекты. Из-за этого, мне кажется, и выигрывали. У меня есть один слоган, мне нравится: кем бы ты ни был, будь лучшим. Развиваться всегда, стараться не упускать тренды, быть вот сейчас здесь, а не в будущем где-то, чего нет, да. Но при этом вот есть же слово «развитие», которое учителя тоже должны понимать, что он получил знания, и это не значит же, что он все знает. И вот насколько вы любите себя развивать? Ну, знаете, это вот, скажем так, это такая внутренняя потребность учителя, потому что мы же приходим и, скажем, из года в год учим там 8-классников практически одному и тому же. Но каждый раз ты открываешь некоторые тонкости, нюансы какие-то, вот открытия делаешь вместе с ними. Когда они понимают, ребята, какие-то вещи, тогда вот это переходит в творческий процесс, как вы говорите. Это безусловно, конечно, все, что рождено в творчестве, это лучшее. Все, что рождено по плану, это да, это физика, это технология, там это должно быть. Но все эти открытия, которые совершались, это же было, ну, чистой воды, скажем, творчество. Поэтому вот в процессе развития, вот я заинтересовалась еще с институтских лет экологией. Вот она, химия, биология, основная специальность. И вот экология, как раз тогда в Семипалатинский полигон был, закрытие движения Невада, Семипалатинска, Ужас Сулейменов, яркая личность, которую мы видели, слышали, насколько он был убедителен, насколько он был для нас вдохновителем того, что нужно что-то менять. И вот с каких-то пор, да, экология стала тем творчеством, в котором вот развивалась моя деятельность. Мы с ребятами стали заниматься проектной деятельностью по экологии. Это изменение и сохранение климата, раздельный сбор мусора. Многие такие тонкие вещи, которые, казалось бы, что у нас там город Сарканд, это небольшой, скажем, такой населенный пункт. И, может быть, эти проблемы не существуют. А на самом деле, оказывается, существуют.
И вот ребята делали тоже вот такие небольшие проекты. Есть журналистские расследования, это более 40 статей на разные темы. Это около 10 видеофильмов и где-то 15 фоторепортажей, которые они готовили, которые они снимали сами, приходили, искали решение этой проблемы, искали, откуда она появилась. В общем, вот настоящее расследование. И вот это стало таким неким творчеством. И вот на этом экологическом маршруте, скажем так, нашем, вот у нас были огромные победы. У нас был грант, который мы выигрывали в Норвежском обществе охраны природы. И мы меняли в школе подоконники. То есть в наших школьных подоконниках были, скажем, щели, через которые попадал холодный воздух зимой. И вот мы написали проект, который норвежское общество выделило на него, на реализацию деньги. И вместе с родителями, общественностью, детьми, которые писали, мы меняли эти подоконники. Нашли подрядчика сами, замеры все делали. И вообще был это такой проект, который объединил там более 500 человек в школе. И вот мы меняли подоконники. И когда вот норвежская группа приезжала там с представителями принимать этот проект, они говорили, ну вообще, как это возможно? И они вот так придумали. То оказалось, да, это реально. Это был наш первый проект. Это было около 1 миллиона тенге. Это был 2013 год, это бизнес-проект. А потом пошли проекты самые разные. Мы делали и региональные встречи, и ребята выигрывали путевки, ездили в Швецию на экологические семинары, форумы. Это ваши ученики? Это наши ученики, да. Они занимали места их расследования. Это было в Сарканде учиться. Да, вот было интересно, да. И река наша, и ее проблемы открывали. Вот мы вышли как раз на мировой уровень, победили в международном конкурсе. Называлось «Большие проблемы маленькой реки». В общем, вот такие истории начались. Ну а после того, когда вот мы столкнулись с тем, что у нас, допустим, не хватает оборудования, еще чего-то, то мы писали бизнес-проекты, и у нас есть такая небольшая, даже школьная видеоблогерская такая вещь, у нас есть фотоаппарат, у нас есть вот специальное оборудование для съемки, последний наш грант. И последний грант, это вот был 30 грантов для школ сельских и малых городов в 2021 году, когда мы выиграли 1 миллион тоже. И вот сделали такой небольшой себе уголок по экологии, где мы тоже можем и записывать и видео, и ролики, и тиктоки там пробуют. Ну, в общем, вот, все сводится к тому, что творчество, оно, понимаете, имеет разные границы. Можно что-то делать и для школы, можно развивать учеников, можно их отправлять на разные конференции. Со своими проектами они посетили и всероссийские конференции «Открой себе ученые». И нас приглашал, значит, оргкомитет конференции «Колмогоровские чтения». Это Московский государственный университет. Ребята были даже там со своими проектами. Это потому что вы их двигали? Это потому что мы нашли вместе с ними дело, которое нам нравилось, и им, и мне. Вот. И у нас там в школе есть и целые... Это же надо было их заинтересовать, потому что, мне кажется, любой ученик бы не пошел туда просто так, если бы учитель не заинтересовал. Это, мне кажется, ваша заслуженность? Ну, в какой-то мере, да. А в какой-то мере, вы же понимаете, когда вам интересно. Когда вы сегодня пришли на что-то и о чем-то там поговорили, какие-то планы построили. Приходите на следующую встречу, и ничего, в принципе, и не меняется. Ну, я думаю, на 3-ю встречу вы придете, а на 4-ю навряд ли. И вот, ну, необходимо найти такой, скажем, свой какой-то, я не знаю, инструмент, который бы вот заставил ребят. Лучший инструмент – это делать все вместе с ними. Не указывать, ты делай вот так, вот так. А вот своими руками точно так же. Так у нас появилась и там площадка из баллонов, и проект, когда мы пристроили разные композиции, сделали в школе из 3000 пустых бутылок. Просто их собрали и вот дали им вторую жизнь. Вот это же собирали все вместе, это захватило всю школу. И прежде у нас было столько бутылок, что можно было сделать несколько проектов. И этот интерес, когда мы провели там встречу, рассказали о том, что мы делали, мы увидели продолжение в наших школах, там, в простых там поселках. Приезжаем, а у них точно такие же скамейки, у них такие точно скульптуры. Ну, разве это не прекрасно? Когда дети это могут ваш там... опыт берут уже... Да, да.
когда вот 15 километров ты можешь приехать посмотреть и с ребятами Это умение поговорить. делиться. Я знаю, очень много встречала учителей, школ, которые хотели вот, чтобы только у них было. Вот только вот у них все эксклюзивное. Вот у других это нету. Когда показывают свою работу, как бы берут другие школы как конкуренцию, но вы же делаете одну работу, вы тоже учите. И тут нету такого, что там лучше, здесь плохо. Нет, нет. Когда-то, знаете, когда я была совсем молодым учителем, мне наставник моя сказала, что ты больше смотри и больше слушай и рассказывай, что ты делаешь. Это тебе вообще вернется, не знаю, во сколько раз больше. И это действительно оказалось таким. Умение делиться, то, что у вас... Да, умение делиться. Ну, почему, если у меня не получается, почему я не могу научиться у другого, я не могу об этом рассказать другому? Мы все равно не сможем скопировать другого, такого. Он будет все равно индивидуальный. Никто же не скажет, что он такой, как кто-то. Нет, он будет такой же. Учитель самый лучший, и все. И вот в этом плане, знаете, образовательная система вот наша, казахстанская, она более открыта. Вот если сравнивая, допустим, с Соединенными Штатами Америки, где мы проходили вот стажировку, и мы были в институте, который занимается вот аттестацией учителей. Вот для нас же сейчас это тоже для учителей, это такой, скажем, какой вопрос, ну такой неспокойный, он беспокойство нас вызывает. Сможем мы там сдать эти тесты, не сможем. Так вот там поддержки ты ни у кого не получишь. Твоя личная проблема, ты 5 лет занимаешься, вот готовишься ко всему. Сертифицированных учителей мало. Ну а назовите мне хоть одну школу, в которой бы сказали, знаете, нет, вот у нас есть один учитель-исследователь, и на этом мы все, мы никому ничего рассказывать не будем, ничего делать не будем. Вот чувство у нас сопереживания и вот такой вот передачи опыта, оно более открыто, эта система. Посмотрите вот на те вещи, которые делает методический областной кабинет, департамент по образованию. Они же поддерживают эти все идеи. И если ты хочешь научиться, у тебя есть бесплатный инструмент. Учись. Это семинары, это конференции, это все что угодно. И мне, ну на мой взгляд, учитель это вот не закрытая система, еще раз повторюсь, это открытая. Пожалуйста, я, может быть, через сколько-то лет уйду на пенсию, и вот никто больше так делать не будет. Наоборот, буду рада, что еще там 10-15 человек будут делать так же. Согласитесь? Педагогический опыт, это еще вот и доказанный Сухомлинским, и Макаренко, и всем прочим, он должен не лежать на полке, он должен идти, двигаться по разным путям, по сарафанному радио, по интернет-пространству, еще каким-то образом. Но вот только в развитии. Как только учитель останавливается, он перестает быть интересным, ну, на мой взгляд. Вы готовили многих олимпиадников. Очень много таких вопросов возникает из районных, аульских школ, да, когда говорят, что у них нет возможности готовить учеников. Вот как вы готовили своих учеников? Какие возможности у вас были? Ну, вот понимаете, это вообще не в менталитете нашего казахстанского народа, чтобы чего-то нет и чего сделать нельзя. На самом деле, что, конечно, нужно, во-первых, учителю знать свой предмет, это безусловно. И если ты его не знаешь и не понимаешь, это невозможно. Второе условие – это тот ребенок, который заинтересован в вашем предмете. И вот третье условие – это инструменты, которыми ты его будешь готовить. Это не только ты, там, книги еще, это целая, понимаете, целая система. Это может быть и просмотр видео мы смотрели, и вот эти уроки, которые есть в интернет-пространстве, пожалуйста, и трудные вопросы, и какие-то методические находки других учителей. Вот это важно, это в развитии, и мы должны подготовить ученика на тот уровень, чтобы у него объем и понимание предмета было примерно как у учителя. Только тогда он сможет рассуждать. Он не сможет рассуждать там только о каких-то, допустим, там галогенах отдельно говоря. Он будет рассуждать вообще о химии в целом, как о науке. И эти возможности есть. Почему их нет? Есть тренажеры, пожалуйста, занимайтесь. Нет понимания каких-то вопросов, обязательно можно где-то найти. Можно привлечь учителей других,
Если вы знаете, что вот у этого учителя все замечательно, но почему ему не сказать, что давай объединимся? У нас такая практика, кстати, в городских школах была, что мы объединялись, несколько человек, и трудные вопросы, у кого лучше получается, объясняли детям. И это несмотря на то, что, допустим, наши дети же были конкурентами потом на Олимпиаде. Это нет. Вот главный момент – это не останавливаться и искать, как вы говорите, не вот здесь, именно здесь и сейчас, не в прошлом, что делали вот так, не в будущем, что это неизвестно, оправдается, нет. А вот здесь и сейчас у меня есть вот эти возможности, у меня есть единомышленники, у меня есть дети, которых я хочу подготовить. Ну и это тоже дает учителю определенные такие, знаете, бонусы, скажем так. У нас тоже там бонусная система есть, мы для себя отмечаем. И когда это получается, этот предмет становится заразителен для остальных детей. Дети же мотивированы, они видят мотивацию в том, что вот кто-то достиг успеха. Пожалуйста, сейчас притом такие возможности, равные, я бы сказала, я за эти возможности, мне это по душе. Я вижу, что когда все дети находятся в равных условиях, ну почему бы нет? И наши дети занимают, есть и первые места в области, есть и призовые, есть и выходы в республику. Вот, Олимпиада юниорская, допустим. Пожалуйста, она растит. Если ребенок хочет развиваться, то учитель просто может ему помочь в этом. Я когда была ученицей, мы же все в какой-то ситуации, если что-то не получается, виним кого-то, жалуемся. И когда я так домой приходила, мне папа говорил, что не бывает плохой школы. Школа либо старая, либо новая, но плохой школы не бывает. Это же здание просто стоящее. И то же самое насчет учителей. Он говорил, что не бывает плохих учителей. Бывают плохие мысли ученика, возможно. Он всегда был за учителей. В наше время же так было, что родители, для них учителя — это самые главные люди. Это сейчас почему-то родители разделились на два. Есть те, которые поддерживают школу, учителей, а есть те, которые просто против. Винят во всем учителей, что у них нет знаний, что они не дают воспитания. Хотя корень воспитания лежит у родителей. Да, знаете, вот вы глубоко эту проблему поддели, потому что, да, как бы безусловный авторитет учителя, он исчез. Но это и время, это здесь и сейчас. Все отношения по-другому. Так, как кому-то хочется в голове, так не будет. Есть ситуация, а учитель, мы же с вами говорили о том, что у него есть некоторые такие параметры, что он вот это. Вот, ну согласитесь со мной, если учитель будет себе, мы же о себе знаем как никто, все точно. Вот если мы так глубоко задумаемся, то мы себе всю оценку можем поставить от и до, идеально. Если вот это все, что учитель себе хочет сделать по своим параметрам и делает, ну разве будут претензии у родителей? И я думаю, что обстоятельства сложатся так, что этот родитель в конце концов поймет. Хотя согласна, что эта ситуация достаточно сложная. Она, знаете, так, немножко этот весь процесс наш учебный дергает. Какие-то вот эмоции, недопонимание. Но это естественное чувство родителей, что их ребенок самый лучший. Он у них же один-единственный такой. А у нас их в классе сидит 35. И мы вынуждены 45 минут находить с ними общий язык и учиться. Позицию, скажем так, нужна здравая позиция. Не болезненное восприятие какой-то ситуации, а здравая позиция. Вот не зря же существуют попечительские советы. Не зря же вот советы по этике появились, где можно эти вот вопросы обсудить. Психологическая служба. Это же тоже может помочь родителю понять. И помочь своему ребенку. Ну, если, конечно, есть глубоко негативная ситуация, то переубедить очень сложно. То есть он может просто закрыться, этот родитель, но остаться при своем мнении. Взрослые же мы очень тяжело меняем свое мнение. Но учителю есть необходимые рамки, как бы вот этические нормы поведения. Ну, я думаю, не стоит за них переходить. Излишнее заигрывание или излишняя, наоборот, там, требовательность какая-то, она, конечно, родит нездоровую ситуацию.
Поэтому выход какой? Ну, выход в сотрудничестве. Мы не можем тут, вы говорите, плохую школу или новую, или старую менять. Мы должны сотрудничать. И вот 3 основные силы, которые сотрудничают, это ученик, родитель и учитель. Вот когда здесь находится компромисс, решение какой-то проблемы, знаете, это облегчение для всех. Много тревожных ситуаций, мы же вот сталкиваемся, мы же читаем, все же доступно, что можно посмотреть и понять, что не везде все просто. Перемены. Ну, родители. Родители сейчас, видите, скажем таким образом, что родители больше заботятся о материальных благах для детей. А воспитание стоит? Да, да. Оно как-то вот отступает, да. То есть вот много чего приходит просто так, что вот есть некоторые условия, есть там ноутбук круче, чем у учителя, есть там, я не знаю, что еще, наушники, есть Это там доступ. же советское время, это дети советского времени, которым не дохватило провал Советского Союза, им не дохватило, и они сейчас это материальное благо своим детям закрывают, а воспитание, оно остается. Мне кажется, это вот тот период, да? Ну, вполне возможно, почему нет? Ученые же там объясняют и говорят, что это, да, в каких школах, японских школах там делают практикумы для родителей, что чего у тебя нет и что есть у ребенка, там простые ситуации, да, и открываются такие интересные вопросы, что ребенок, конечно, до 5 лет находится в активном развитии, а потом мы просто помогаем, а до 5 лет он школу не посещает, он находится дома. И вот эта чрезмерная такая вот перегруженность, скажем, даже в некоторых случаях материальными, она, конечно, рождает такую пассивную позицию ученика. Он не может долго быть сосредоточенным, внимательным, хотя... Им надо позицию прям менять. Сейчас эти дети аудиовизуалы, которые уже растут, да, вот Да. мелкие, они через минуту им уже неинтересно это становится, они переключаются на это, они могут 15 минут посмотреть мультик, потом там уже играться, да, потом это не понравится, другое что-то, потом возвращаются обратно. То есть в наше время нам могли мультик поставить, и мы могли так целый день смотреть. Или там на улицу выйти, целыми днями на улице просто играть. Да, совершенно верно. Вот учитель, знаете, сейчас даже вот, кроме того, что он учит свой предмет, он учит детей общаться друг с другом. Дети разучились общаться. То есть круг интересов очень разный, основные интересы виртуальные, они оторваны от действительности. И тогда вот учителю приходится заниматься этим делом. Но знаете, это не проблема детей, это проблема, наверное, вот в целом, наверное, в мире такая существует. Это общество. Да, это ну не общество. Общество же старается что-то делать, оно же говорит, что вот такие возможности есть. Но представляете, как 45 минут тогда учителю сложно про одну химию там, или про биологию рассказывать, например. Вот тогда получается, ребенок делает очень большие усилия. И усилия из-за того, что вот он сбит, его ориентир сбит, что можно вот таким образом вот менять. А на самом же деле многие профессии не требуют чего? Усидчивости, внимательности, сосредоточенности, работе в команде, креативности. Ну, возможности развивать такие вещи есть. Но это всегда, скажем так, за рамкой оплаты учителя. Так. Татьяна Михайловна, беседуя с вами, я заметила одно, что вы очень сильно любите Казахстан. Откуда у вас любовь к Сарканду, вообще к нашему региону, в целом к Казахстану? Ну вот видите, вот за рубежом же я была и что-то там видела, и какие-то вещи там, может быть, в плане сервиса, еще чего-то там более радовали, но у нас же уникальные места. У нас же, посмотрите, допустим, наш там даже Сарканский район, Жонгар-Алатауский парк, там сколько таких мест сакральных и природных и всего на свете. У нас уникальная природа, у нас очень хорошие природные условия, у нас такая вода, которую вот можно просто из реки брать и пить. Это уже на планете, извините, эксклюзивом скоро станет. Ну и вот эта любовь, знаете, я не знаю, но родители мои здесь. И, в общем-то, я и проработала в одной школе, начиная с 1990 года, это вот уже сколько, 33 года, и только начало своей педагогической карьеры где-то проработала. А вы, получается, вернулись к себе
после учебы вернулись? После учебы вернулись мы к себе здесь, да, в Сарканд. А у вас никогда не было мысли там уехать в Алмату, там за рубеж? А вот вы знаете, вот были же не только мысли, были же вот прям реальные предложения, допустим, вот интеллектуальной школы, они прям вот приглашали, говорили, приходите работать, вот такие условия, но я не знаю, наверное, как бросить тех, с кем ты вот там глубоко связан. Мы меняем же по большому счету в жизни только материальные блага, улучшаем что-то еще, но насколько было бы там, допустим, больше людей вокруг, которые меня понимают, в Алмате, как вы говорите, или в Астане, или где-то в другом месте. Их достаточно там, в Сарканде. Для вас то, что вы делаете, важнее, чем материальность? Я не скажу, что прям вот я такая там идеалист и все такое. Нет, это, конечно, заинтересованность есть, но мне, знаете, что в профессии, можно сказать, что вот если рассуждать о профессии педагога, здесь вот на сегодняшний момент все хорошо сбалансировано. Твоя отдача, твой профессионализм вполне достойно оценивается и оплачивается. Вы же еще помимо того, чтобы просто преподавать в школе, еще можете брать дополнительные уроки, да? Да, То есть пожалуйста. быть учителем это не так, это даже и выгодно, да? У тебя заработная плата хорошая. Если ты свой предмет хорошо знаешь, то еще можешь вести дополнительные уроки, потому что в любом случае сейчас родители не жалеют на своих детей. Да. Если они хотят по этому предмету прокачать своих детей, они будут оплачивать хоть какую сумму. Ну, скажем, да, но нельзя там превращать учителей только в каких-то там тех, кто хочет зарабатывать денег. Мы, знаете, допустим, я не знаю, в нашей школе я все время говорю учителям, с учителями, когда мы разговариваем, что ни одному ребенку не сказали, нет, ты не оставайся после урока, я тебе ничего объяснять не буду. Наоборот, мы говорим, останься, давай разберемся. Вот ты не понял, ну почему на это время не потратить, если потом у тебя будет еще один ученик, который знает вот эту вот вещь. Но потом ваши достижения как учителя, они хорошо оцениваются. Вот закон о статусе педагога, допустим. Я была обладателем звания лучший педагог, Уздык-педагог 2013 года и получила тоже там премию. В 2021 году вы стали В лучшим педагогом? 2021 году я получила отличительный знак Казахстаннан Янбек Сынырген Устазы. И к нему тоже была премия хорошая, которая оплачивалась. Пожалуйста. Сейчас все платформы открытые. Вот на данный момент, допустим, я участвую в международном мирового уровня конкурсе, называется «Учитель мира». Вот. Там никаких ограничений нет. Заходи, открывайся, рассказывай себе простыми словами. Там не надо какие-то там перечислять достижения. Когда там увидят за тем, что ты делаешь, что действительно ты ценен как педагог, ну почему тебя не оценят, да? Учитель Казахстана, вот национальная премия была, тоже финалист этой премии. Министр просвещения, когда приезжал, вы были, да, в Саркандском районе? Да, да. Вот, я была почти во всех спичах, где он выступал, и мне понравилось одно его выражение, наверное. Учитель не артист, он сказал. Он же убирает сбор портфолио, что вот многие учителя сейчас гнались, чтобы лишь бы получить сертификат какой-то. А сейчас он убрал, то есть заслуженного педагога должны призвать 3 области. Мастера-педагога должны признать, это как Жетсусская область, Восточная, либо там Астана, Алмата, должны признать этого учителя, только тогда ему достанется призвание мастер-учитель. Ну, ты учитель-мастер, педагог-мастер. Вот. А вот сейчас чуть-чуть меняется. Как вы на это смотрите? Но, знаете, в одном он прав, что это не бумаги и не какой-то сбор какого-то материала, это точно. Это Учитель не должен искать призвание, а призвание должно прийти за учителем. Вот, пожалуйста, вот у вас вообще все возможности показать как учитель. Ну, боже мой, ну вот самые простые, там, какие вещи можно сделать. Пожалуйста, я знаю учителя, который по истории, он набирает группу из нескольких областей и просто там с ними занимается. В зуме разъясняет вопросы, какие-то там подготовки, вот они там на юристов готовятся поступать. Вот он просто организовал. И это не признание. Он там
Ну, за какие-то небольшие деньги, а может в основном там и бесплатно, для того, чтобы держать. И, пожалуйста, все остальное потом в открытом доступе. Смотрите, читайте, пользуйтесь. Это ли не признание? А это ли не признание, когда учитель, допустим, готовит ребят, которые участвуют где-то в олимпиадах, где-то еще где-то? А это ли не признание, когда он становится наставником, вообще учителю из другого района? Ну почему это? Это разве не признание? Это признание, вот именно, понимаете, я все время ценила, что должна быть какая-то деятельность. Вот не просто какое-то, вот, я не знаю, монотонное какое собирательство чего-то, вот деятельность. Когда люди видят, что ты делаешь, вот они получают отклик. Да, действительно, не всегда получится, может быть, с первого раза. Я вам не говорю, что там, допустим, все сразу получилось. Нет, были всякие разочарования и неуверенности, и трудные ученики, и разные ситуации, и сложные родители. Но вот сейчас, когда есть возможность вот что-то перестроить, наверное, надо. Вот это не обязательно для всех. Это вот тот, кто действительно чувствует себя мастером, вот он должен это творить. У каждого же не получится, согласитесь. Так и должно быть, мне кажется. Например, как мы помним там, Ибрая Алтынсарина, да? Также других учителей должны помнить. Да? Их тоже не должно быть прям много, да? Мне кажется, важнее... Но если общество признает многих, ну не это ли не достижение? Это же, ну, как тоже... вы говорите, он же будет уникальный, он же будет тогда не закрытый. Это не то, что там вот нашли, как будто самородок, там вот что-то творить, там где-то у него одна школа и все на свете. Это открыто. Вот возвращаясь к тому, что учительство – это открытая профессия. Это профессия, когда ты делишься, когда ты находишь, когда ты приобретаешь что-то. Только этот багаж помогает выжить сейчас. Вот непростое знание предмета. Ну, если надо, ну, двигайтесь в этом направлении. Насколько только будет там объективным вот этот вот процесс и как он пройдет. У нас же вот, понимаете, в педагогике, в педагогическом процессе очень, это не мимолетное решение, это не как выключатель. Включил, идет процесс, выключил, остановился. Это живые люди, это процесс, который требует и ресурсов, и материальных, и людских, и информационных, и ресурсов тех, которые поддержка. Учителю тоже нужна поддержка очень часто. Ему тоже нужны скафолдеры. Тот, кто его поддерживает, понимает, и у него должна быть вот такая зона ближайшего развития для того, чтобы достигать. И если ему будет понятна эта задача, да, он ее будет решать. Вы сейчас учитель в школе, да, получается? Ну да. Только преподаете? Нет, я не только преподаю. Нет, я имею в виду, у вас нету должности там завуч, есть? Вы завуч? Да, я заместитель директора. Я думала, вы только учитель. Нет, я заместитель директора более 30 лет. Угу. Вот, и это, скажем так, не украло там моего времени на то, чтобы я развивалась, просто как учитель с детьми была. Вы успеваете и быть в администрации школы и преподавать, да? Ну, это не просто. Вам любой заместитель директора скажет, что это непросто. Но если ты чувствуешь в себе силы и желание, и у тебя есть, скажем, возможности, то ты всегда найдешь время. Может быть, и в ущерб чему-то другому, но время – это та вещь, которая есть у каждого, понимаете? Вот эти 24 часа, они принадлежат каждому. А у вас какая часть заместитель директора по... Учебной. По учебной работе. Самая сложная часть. Ну, это такая организационная, системообразующая школьная часть, да? Я помню, именно заместитель по части учебному были всегда строгие в моих глазах. А вы как со своими учениками? Понимаете, как понимать строгость можно понимать же по-разному. Строгость как форма того, что достижение чего-то, и строгость как форма вот такой работы. Ну, вы представляете себе учебный процесс. Это же некоторая такая слаженная система, которая должна четко работать. То есть, если у вас есть столько-то классов, они там одновременно должны учиться, там, у них должно быть место, у них должен быть учитель, у них должно там какое-то соответствие требованиям разным быть. И в этом плане, если я буду ходить и просто улыбаться, ничего не получится, конечно. Но вот нужно находить компромиссы.
Вот говорят же сейчас, что зауч, он более такой менеджер. Он тоже с таким пониманием, как вот расставить приоритеты. Это же сейчас важно. В какой-то момент расставить приоритеты и определить последовательность, важность, убрать то, что не нужно, и максимально сделать качественно то, что является самым главным. Вот в работе заучи это, наверное, такое основное правило. И вторая часть – это необходимо доводить все до логического завершения. То есть мы же вот представляем, это процесс такой не повешенный, подвешенный в воздухе, а конкретно, который завершиться должен вот этими и этими действиями. Поэтому работа учебного зауча, она кропотливая, каждодневная, ежеминутная, сложная, но тоже доставляет хорошее ощущение, когда действительно все работает, все идет так, как надо, все соответствует каким-то правилам. Поэтому. У вас бывали моменты, когда все надоело, и вы хотели бросить профессию учителя? Ну, наверное, вы не с одним учителем беседовали, и наверняка, я не знаю, у вас был вопрос или нет про отпуск. Вот вообще просто интересно спросить у учителей про отпуск. На какой день мы начинаем скучать за школой? Вот эти просто моменты, да, какая-то перегруженность, наслоение всего, безусловно, они бывают. Это же вот такие стрессовые ситуации иногда. Еще что-то, может быть, что-то не получается, какие-то срывы. Что делать в этих моментах? В этих моментах, ну, на мой взгляд, нужно вот ситуацию оставить так, как есть. Вот ее не дергать в разные стороны. Получилось вот так, что у вас, допустим, там все перекрыло уже желание не работать и желание работать, они уже в равных не находятся соотношениях. Надо оставить эту ситуацию и вот просто остыть. Если бы вы ушли из профессии учителя, кем бы вы были? С профессии учителя, кем бы я ушла? Ну, я могла, не знаю, быть где-нибудь администратором, могла быть менеджером. Такие организаторские способности есть. Праздники, может быть, какие-нибудь организовывать. А директором быть? А директором, вы понимаете, вот сейчас директор это более такая, скажем так, какая ответственная должность. Вы же поймите, сейчас вот смотрите, какой уровень там безопасности должен быть школы, ответственности за ребенка, когда он посещает. Это первое лицо школы. В какое-то время когда-то я хотела быть директором. Прям вот было такое желание. А потом, ну, наверное, не знаю, как сложилось так все. Я считаю, что вот та работа, которую выполняю я соответствую ей, вот запросами. Но мне нравится вот это сейчас, которая идет у нас программа, подготовить лидеры в образовании, когда готовить будут молодых, тех, кто действительно испытывает желание делать из них профессионалов. Ну не ли это ли вот вообще замечательный шанс? Если ты желаешь, если ты будешь. Если воспитаете 10 директоров. Да? Если вырастить вот эту какую-то там группу, если все это пройдет. Ну, правильных людей. Правильных, те, которые, вот понимаете, в каждой профессии это же не только ты, что вот правильный, вот профессиональные. Профессиональное слово подойдет. Вот когда ты становишься. Просто есть такое, бывают люди профессионалы, но человечности бывает ноль. Вот очень много встречались такие профессионалы. А бывает человечные, но профессионализма не хватает. Это баланс. Это вообще сложнейший баланс, наверное, рецепт не знает никто, но несомненно должны присутствовать оба компонента, потому что тут мы говорили, что вот любовь, она все равно, любовь к профессии и твои профессиональные, допустим, обязанности, как вот какой-то соответствующей должности, они должны балансировать. То есть одно другому не мешает, одно другому помогает, но никак нельзя, чтобы вот одно перевешивало другое. Но вот, видимо, поэтому идет вот эта программа, чтобы вот их научить, каким образом правильно принимать решения. У нас ведь и темперамент разный, и характер разный. Вот, существует же там вот в зарубежных школах, допустим, комнаты, где разгрузки. Можно там зайти и высказать там манекену, и директора, и зауча, вот, все замечательное, что у тебя есть на душе. Потому что мы все разные. Мы не можем же быть, вот все в школе замечательные учителя, есть 80 человек, и все прям вот под одно. Нет, все разные. Люди разные. Люди разные, да.
Но вот директор и вот тот вот лидер, действительно, мне понравилось слово, что лидеры, ресурсы вот такие будут, центры, которые будут заниматься их вот подготовкой. Это будут профессиональные люди, которые будут вот ответственны относиться к этому все с пониманием. И наверняка они же пройдут всю школу, не просто там вот закончил институт и пошел с дипломом. Нет, у них будет какая-то база и развитие. Это будет только поднимать, наверное, наше образование. А потом вот хотят же центры как педагогического мастерства или вот такую объединить талантливых учителей, которые будут, наверняка они будут и использованы для этих целей. Вот видишь? Заместители по части учебного, они выделяют часы, да? Как бы да. Были ли моменты, или вообще насколько вы честны к себе относитесь? Просто бывали моменты, и мы видели в социальных сетях, да, поднимались такие вопросы, где когда завуч, который выделяет часы, может просить процент от зарплаты. Вот насколько вы честны к себе? Это нет, это, конечно, это вообще неприемлема такая ситуация, когда это уже коррупционные действия предусматривают в соответствии со своего положения, должностных обязанностей, ты можешь вот эти действия совершить, и это наносит только урон имиджу зауча, к примеру. С этими ситуациями надо тоже подходить взвешенно. Вот ситуация должна быть обсуждена. Вот каким образом? Нельзя же, допустим, сидеть заучу и делить эти часы. Есть методические объединения учителей, которые вот предметники, допустим, все математики, или все филологи, или все там физики. И они каким-то образом думают о том, как распределить эти часы, приходят к согласию вот внутри. И плюс, допустим, вот у нас школа-гимназия, есть часы, которые дополнительно можно взять. То есть мы видим, если учитель вот так готовит, и действительно он хочет этим заниматься, да, пожалуйста, вы можете брать эти часы, без никаких процентных ставок, наоборот, вам доплата будет там за гимнастические часы. Этот вопрос, наверное, самый острый, я так думаю. Потому что в профессию учитель тоже же приходят люди для того, чтобы содержать свою семью, обеспечиваться какими-то благами, все думают о заработной плате. Наверное, поэтому он самый болезненный. Но, естественно, такой человек заучим не должен оставаться. Если он такие вещи себе позволяет, это же это незаконные даже действия. В обязанностях заучи такого нет. Я зауч первой категории. Это тоже следует из вашей работы, как вывод, чего вы там достигаете, как руководите этим процессом, насколько грамотно, есть ли там жалобы или какие-то другие неприятные моменты. И вот после этого происходит присвоение, допустим, категории. За нее тоже есть определенная доплата. И я думаю, если ты будешь честен и хорошо будешь этот процесс организовывать, вполне логично, что ты получишь повышение в этой области, чем просить от кого-то там проценты. Поэтому, конечно, нет. Это со стороны заучи чистой воды коррупционные действия. Это недопустимо. Потому что, видя, многие учителя страдают из-за этого. Это же получается и тот, кто скрывает то, что такое происходит, это уже тоже нарушение закона. Да. Потому что если это в школе такое есть, но сейчас мы очень видим много превенции в вопросе именно коррупции в сфере образования, да? И если это в сфере образования проходит, мне кажется, это вообще ужасно, потому что там же дети, там же они все это слышат, видят, Инстаграм везде. И есть объединение спортсменов, есть объединение общества спортсменов. Люди окружают себя такими людьми, да. Например, если ты спортсмен, тебя окружают спортсмены. Если ты химик, тебя окружают там химики. Если физик — физики. То же самое, если ты коррупционер, тебя окружают такие же люди. А если ты честный человек,
честный к своей работе, и тебя тоже будут окружать, мне кажется, такие люди, как ты. Ну, это вот в идеальном смысле, скажем так. А в плане того, что разные обстоятельства людей толкают на это. Мгм. Ну и то, о чем мы с вами говорили, что учитель не может быть, вот он вот 45 минут такой замечательный, а потом после этих 45 минут пошел коррупционные действия совершать. Это, это никак не может состыковываться со званием педагога. Педагог, там написано в законе об образовании, в статусе о педагоге, кто это и чем он занимается, какие у него основные вещи. Но такие моменты имеют место быть. И потом вот эти вопросы, конфликтные ситуации между учителями, вот сейчас же создались советы по этике, то есть его можно вот обсудить каким-то образом, к решению приходить. Но должна быть согласованная такая позиция общая, когда и одна, и вторая сторона должны договориться. Очень часто такие ситуации возникают между учителями. Взаимные упреки или вот еще как-то. Кто-то вот считает себя недооцененным, ну, потому что учителя тоже люди, они не лишены эмоций, не лишены чувств. Но эти вопросы, это самое сложное. Вот в управлении, допустим, образованием, совсем вот школьной жизнью, это вот одни из самых сложных. Взаимоотношения с родителями и вот эти вот между учителями, когда возникают вот такие ситуации, они, конечно, разлагают и коллектив, как единое целое, и что-то еще, и имидж. Вот. Из всех ситуаций нужно выходить каким-то образом, я думаю, общими только усилиями и договариваться. Вот у нас в школе есть такой тоже слоган: номер один сила делает красиво. Вот у нас школа-гимназия номер один. И вот как бы это тоже сила, когда мы вместе. Каждый по отдельности — это уже ситуация, которая, ну, не может быть, наверное, в школе. Единое же пространство школьное. Там же не написано, вот школа, гимназия номер один, вот слева будут учителя, которые там не совсем такие, в середине будут, которые очень прям такие, и еще какие-то. Нет, мы все, где работаете, школа, гимназия номер один. Татьяна Михайловна, когда я сегодня планировала встречу с вами, очень переживала, думала, о чем я с вами буду разговаривать. Но вы знаете, я убедилась, что вы и вправде номер один в Житомирской области, один из лучших педагогов. Потому что я сперва думала, кто такой, вот кто она такая, Станкевич? Постоянно я слышала вашу фамилию. Это, знаете, это бренд, да, уже Станкевич как учитель, личный бренд называется. И я очень рада, что сегодня вот у нас состоялся подкаст, и вы приехали с Арканда с утра. Вот. Вроде отпуск, суббота, но при этом нашли время. Вы же знаете программу iLife для тех учителей, которые... У нас, когда в области проходят разные мероприятия, туда могут приехать только там 1-2 учителя и все. А социальные сети, YouTube, там могут весь Казахстан увидеть, да? И наша цель — знакомить таких учителей, как вы, с родителями, с аудиторией, с другими регионами, районами, что есть такие заслуженные учителя, и у кого можно брать пример. Вот самая главная ценность проекта — это вот то, чтобы люди, которые приходят в сферу образования, любили свою профессию, потому что это самое главное, любили детей. Потому что, мне кажется, учитель, который не любит детей, он тоже не может быть учителем. И сегодня, беседуя с вами, я слышала очень много ценностей. Мне кажется, учителя, которые увидят этот подкаст, молодые учителя, возьмут для себя что-нибудь. Спасибо вам, что вы приехали, уделили время. Вот. Если у вас есть пожелания учителям. Ну, спасибо вам за приглашение. Конечно, очень приятно. Но поверьте, таких учителей очень много в нашей области ЖТСУ. Такие учителя яркие есть. Такие учителя яркие есть, которые, вот знаете, работают, окружают вокруг себя людьми, которые заряжены этой же энергией, что они. Ну и пожелание единственное, что если вы учитель, которому уже
немало лет, педагогический стаж уже десятками лет исчисляется, то отчаиваться не надо, вы все время будете в бренде, потому что вы лучшие, вы столько лет отдали школе. И поверьте, допустим, и родители, и уже внуки даже наших учеников приходят в школу, которые учились, представляете? Это же важно, и уже какое-то мнение о тебе есть. Это, я думаю, основа нашего вот сейчас образования, потому что они могут многое. У них столько опыта, столько мудрости, столько сил. Вот я им пожелаю, что вот это все передать, чтобы вот не оставлять на когда-то на потом. Если вы вот можете это сделать сегодня, сделайте сегодня. Хотите пригласить одного учителя и стать ментором, наставником для него, ну пригласите, скажите, я хочу тебе помочь. Вторая часть – это те, кто приходит, молодые учителя. Не пугайтесь, школа – это большой живущий организм, в котором вы найдете наверняка свое место, если действительно будете преданы этой профессии. Вот учительство – это тоже преданность ценит. Тут нельзя предателем быть, тут нужно только быть преданным и ответственным человеком. И третья часть – это те, кто молодые, может быть, люди, совсем кто окончил школу. Если вы хотите стать учителем, это профессия вообще всех веков. Любой человек, достигший каких-то вершин, он все равно будет чьим-то учеником в начале. У него будет все равно учитель. И вот это право быть талантливых людей мира учителем есть у каждого из нас. Вот нужно только этого захотеть. Вот за обычной, за работой, которую мы видим, за строчками, за буквами, за цифрами, стоят процессы, которые меняют наше общество, которые делают нашу жизнь лучше, которые поднимают имидж нашей страны, образование и конкретного учителя, делают ему имя. Поэтому всем желаю стать учителями только лучшими, только любимыми, побольше вам любимых учеников, хорошего отдыха, новых сил, новых побед в новом учебном году уже теперь. Спасибо вам большое.